многими, Элвин Грей сегодня в топе не только со своими хитами. Не задались отношения певца с Роспотребнадзором, когда и ему от них прилетело письмо счастья. 16 марта Радик Юльякшин прилетел из Москвы в Казань. Ссылаясь на ту самую статью 6.3, певцу в июне выписывают штраф в 500 рублей за нарушение режима самоизоляции. Свое возмущение Элвин перенес в соцсети. Ну уж извините, я не бычок на откорме, который стоит в своем стойле и мычать боится. А если таких незаконных постановлений выписано тысячи, это уже уголовка чистой воды. В Роспотребнадзоре Татарстана тем временем пояснили, что это не случайность. Что касается сроков вынесения постановления, у Роспотребнадзора в запасе был целый год после самого правонарушения. Поэтому штраф в июне за мартовское нарушение – норма. Вот они, кадры режима самоизоляции. Город опустел, сотрудников правопорядка можно было встретить на каждом шагу. Нет СМС-пропуска, маски, разрешения на работу, предупреждение. Попался во второй раз – штраф. В Татарстане их было выписано почти 56 тысяч. Если взять только минимальную сумму в 500 рублей, все выливается в 28 миллионов штрафных. По России таких дел без малого 400 тысяч. Накануне в Совете по правам человека при президенте России заявили о возможности административной амнистии. Проще говоря, обнулить все штрафы, но только тем, чей выход из дома, да еще без маски, не привел к негативным последствиям. Амнистия для россиян – понятие знакомое, но только если говорить об уголовной. В 1917-м ее объявили после победы новой власти, в 1945-м после разгрома фашистской Германии. Если начать с 19 века, наберется с полсотни. А вот об административной амнистии заговорили впервые. Сейчас у людей все равно тяжелая экономическая ситуация во многих. Многие лишились работы, потому что работали неофициально. Поэтому, в принципе, амнистия по административным штрафам, по самоизоляции, мне кажется, можно. Все равно людям было тяжело, и кто-то лишился работы. И вообще, мне кажется, нужно пойти навстречу людям. Я считаю, что штраф отменять не нужно, потому что людей как-то надо учить. Если уж ввели такие правила по самоизоляции, значит, их надо исполнять. Предложение уже рассмотрели в Госдуме. Там объясняют, отменить штрафы сейчас нет законного повода. Разработка и принятие закона потребует много времени. Депутаты предложили включить данную норму при обсуждении нового кодекса об административных правонарушениях. Мне кажется, это такая не очень продуманная пиар-акция для того, чтобы напомнить о себе со стороны Совета по правам человека. Что нужно, какие затраты, в том числе и финансовые, необходимы для того, чтобы вот эти вот деньги вернулись назад. Да эти затраты будут больше, чем сумма прощенных штрафов. Хотя, конечно, каждому отдельному человеку, который вовремя там маску не надел в период разгара этой самой пандемии, или там куда-то зашел, или без перчаток, конечно, ему будет приятно получить свои 500 или там 1500 рублей назад. Я бы высказался однозначно за фадеевский подход, потому что штрафы нужны. Иначе наше население, где-то народ наш, нельзя дисциплинировать в каких-то вещах. Но когда это чрезмерно, и когда это бьет уже в кризисной ситуации, то, безусловно, без этих вещей можно обойтись. Тем более сегодня они уже на самоизоляцию никак играть не будут, и никак нам не помогут в борьбе с коронавирусом. Поэтому, на мой взгляд, решение такое, предложение здравое. Пандемия еще не отступила, и понятно, что особенно этот период ярко и сложно для руководителей предприятий малого и среднего бизнеса, которые до сих пор еще не возобновили свою работу. И поэтому на уровне правительства России и региональных органов власти беспрецедентные меры приняты для поддержки как предпринимателей, так и обычных граждан. Пока это только инициатива. Нет понятия административной амнистии и нет четкого механизма его проведения, а значит и источника финансирования. Алия Хайрудинова, Алмаз Зиединов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.